Я думаю, как бы не стоит обольщаться, что у нас там сразу станет все хорошо, мы так начнем, пойдем вперед, начнем богатеть, развиваться, свести и пахнуть. Боже мой, как бы мы станем такой мини-Россией со своим Путиным местным, со своими олигархами, с бедным нищим народом, ну и, как обычно, с разваленными дорогами. Ну хорошо, а есть какой-то выход? Выход. Вот что делать вообще Якутии, что делать Якутии и якутам, да, якутянам, для того, чтобы как бы более-менее спокойно выйти, прийти к референдуму и уже, более-менее спокойно образовывать, как бы становиться или самостоятельным, или там федерацией, как бы, чтобы этот период прошел более-менее спокойно. Потому что понятно, что там будет вообще... Это мое. Да, это мое такое мнение, да. Надо будет все-таки вводить частично внешнее управление. Ну, по крайней мере, приглашать на руководящие должности тех якутян, которые уехали из республики за границу. Это будут люди с другим менталитетом, с другим мышлением, и которые будут уже интегрированы в мировое сообщество. Им будет проще разговаривать как бы с внешними инвесторами и вообще как бы проводить преобразование. И если мир увидит, что страна готова к изменениям, они будут готовы вкладываться, будут помогать, будут специалистов присылать, чтобы те преобразования прошли. Очень вот заметно, что те республики, где осталась та власть, вот Казахстан, Туркменистан, Киргизия, Узбекистан, они же как бы сейчас развиваются очень медленно, в плане демократии, прав человека, а те, которые сразу на все ключевые министерские должности пришли бывшие представители этих республик, это вот прибалтийские страны, Эстония, Латвия, туда пришли министрами выходцы или дети, эстонцев, которые в свое время оттуда уехали. И, соответственно, у них очень быстро, они смогли войти в Евросоюз, войти в НАТО. И я скажу, люди там живут гораздо комфортнее, чем мы. Да, там безработица, да, там может быть более по сравнению с Германией, Францией уровень жизни, но они могут спокойно поехать в Германию поработать и 2 года дома не работать с таким уровнем жизни. Влад, давай пофантазируем. Да, и такая свобода дорогого стоит. Да, давай пофантазируем. Вот, хорошо, допустим, моя мечта сбылась, и, допустим, Сибирь, хорошо, не Якутия, а Сибирь, она отделилась и стала такой отдельной страной Сайбилой, да? Что тогда? Это же, получается, куда идти? Не означает ли это, что у нас, получается, много опасностей, рисков, тут Китай и все тому подобное? То есть вообще есть ли смысл тогда, получается, если мы не представляем, у нас нет, грубо говоря, сильной армии, у нас нет, грубо говоря, каких-то внешних отношений. Вообще есть ли смысл тогда в таких мыслях сепаратистских, если мы не знаем, как дальше двигаться? Вообще пропаганда России очень хорошо поработала, да, в том отношении, что вот кроме России, с Якутии, Якутии больше никуда никак, да, как бы это вбито настолько хорошо, сильно в голову, да, что, люди даже боятся помыслить о том, что мы можем жить независимо, свободно. Китай, да и Китая своих проблем хватает, они даже не то, что Якутию, не Монголию даже забрать не могут, да, потому что у них не сегодня-завтра страна может развалиться, тоже своего сепаратизма хватает, своих проблем хватает, у них внутренняя Монголия не заселена, а какое им дело до нас вообще, да? К нам могут прийти только китайские инвестиции, этим они нас могут захватить. Но это уже наше решение, наш выбор, принимать их инвестиции, развивать там промышленность, добычу или нет. Во-вторых, что вот если бы пришли американцы, да, вот они бы всех истребили, то все. Но у нас настолько была низкая плотность населения и настолько непригодные для жизни территории,
что любой пришлый завоеватель, который приходит, он будет заинтересован только, чтобы сохранить нас и с помощью нас дальше развивать экспансию. Ведь с таким же успехом, например, на той же Аляске, россияне вырезали всех, или вырезали тех же чукчей, которые им долго сопротивлялись. Поэтому, как только в нынешнем мире, обладание армией не имеет никакой роли, потому что есть мировое сообщество, есть много стран, которые, в принципе, армии у них такие декоративные, но они существуют, они независимые страны, да. Да, Молдова, например. Да, Молдова, да, даже есть такая маленькая, непризнанная территория Приднестровья, да, их никто не признает, но они тоже как-то выживают, никто на них не нападает. Есть прибалтийские страны, у них армия, да, очень маленькая, компактная, но они не в НАТО, они в Союзе, вот и все. Смотри, абсолютно с тобой согласен, да, вот когда ты сказал, что эта пропаганда, она вбивает мозги, что ты без России, без Путина ничего не можешь, да, и вот то же самое, как они говорят, что без Путина нет России, то же самое и говорят, что там национальные республики, они не смогут жить без России. И я думаю, что если произойдет сепарация, то допустим, тоже Якутия достаточно просто получить протекцию США, и все. А сейчас США это не диктатура, это не тоталитаризм, это не нацистское, фашистское государство, как Россия, и поэтому оно, не заинтересовано в том, чтобы там вырезать народ и ставить там какую-то свою культуру. Сейчас США везде видно, по всему миру, оно пытается защищать малые народы, да, оно очень сильно продвигает мультикультурализм. И вот нам достаточно просто получить протекцию США, договориться с ними, и мне кажется, все будет отлично. Но я бы даже не столько бы Америка, да, участь всех малых народов, малых стран, государств, это играть на противоборстве крупных государств. Это мы можем дружить с Америкой, с Китаем, с Японией, с Южной Кореей, с Россией той же самой, которая останется И на их интересах, на их противоречиях мы можем спокойно существовать и процветать. При, как говорится, достаточно умном руководстве. Не поддаваясь, достаточно такое, сохраняя свой условный нейтралитет и независимость. А у меня вот такой вопрос. А вот нынешняя война, она вообще, Украины с Россией, она вообще может привести к тому, что Россия начнет... Об этом многие говорят, но на самом деле мне не очень в это верится. Она может привести к тому, что страна распадется, и мы сможем, у нас появится шанс стать независимым государством? Или к этому должны привести какие-то совершенно другие процессы? Понимаете, весь мир понял, да, что такое. Например, СССР тоже мог дойти до границы с Германией и остановиться. И сказать, мы свои территории освободили, эти народы освободили, и живите себе дальше, да. Но почему-то же, даже не Советский Союз, да, а это была коалиция. Дошли до конца, расчленили страну на зоны влияния, провели полностью денацификацию каждого немца, который проживал в Германии, были созданы комитеты. И я не понимаю, что мировое сообщество не будет заинтересовано в том, чтобы освободить Украину, дойти до границ и дальше сказать, давайте, копите вооружение, мы подождем, когда вы в следующий раз на нас нападете. Поэтому то есть ты хочешь сказать, что мировое сообщество, оно громко не говорит, но это подразумевает, да, что Украина должна все-таки, украинская армия должна все-таки снести путинский режим? Нет, не украинская армия, не это. Не, у меня вопрос. Все-таки западные лидеры, они об этом громко не говорят, но это подразумевают или нет? Да. Скажем так, что Украина должна стать тем плацдармом,
Почему сейчас вот создается Легион На Свободной чьих плечах Точнее, войдет, натовская армия войдет в Россию? ну, как этот, НАТО даже не надо входить, как говорится, мы сами с упоением будем резать друг друга, как бы, несмотря ни на какое НАТО, несмотря ни на какие, как бы, потому что в случае ослабления центральной власти, ну, все помним, называл Советского Союза, да, там, Тбилиси, Сумгаит, Баку, ну и более мелкие такие, как бы, Ошская долина. И такие же разборки начнутся по всей России, как только ослабнет центральная власть. И, как бы, думаю, мы наоборот будем приглашать миротворческие войска ООН, ну и НАТО в том числе, чтобы они зашли и разняли противоборствующие стороны. Потому что злости накопилось много, взаимных претензий еще больше. И, ну и, соответственно, произошло хорошее оболванивание народа пропагандой. И когда эта пропаганда исчезнет, а народ-то будет озлоблен и будет искать врага, которого им, точнее, и всю жизнь которых их учили искать и находить и уничтожать, да, как бы. А тут богатый сосед другой национальности, как бы, сидит, его кровь пьет, как бы, по его мнению. Ну и, соответственно, а Украина выступит плацдармом, да. Сейчас украинцы говорят, что у них не хватает сил, чтобы организовывать партизанское движение по всей России, да. Они сейчас их выгнать, да. Но как только они выгонят из своей территории Россию, они возьмутся за освобождение других народов. Это неизбежно. В данный момент же создан Легион Свободная Россия, создан интернациональная бригада, ну и такая, как бы, информационная поддержка партизанского движения, как бы, в России. Хотя я сильно сомневаюсь, что она так развита, но отдельные фанатики в любой стране есть. Но как только появятся ресурсы, они туда вложат средства, силы, людей и политику. Влад, смотри, сейчас ты следишь за войной, я думаю, многие тоже сейчас в курсе, что украинские войска усиленно сейчас освобождают территории, и там уже начинают находить трупы, значит, со следами пыток, издевательств. Вот я абсолютно уверен, что Буча не закончилась, да, вот сейчас, когда будут освобождать всю вот эту большую территорию, которую успели захватить, там сейчас будет столько буч, да, сколько вот наша психика не вынесет. Будут находить могилы с изувеченными людьми просто каждый день. И вот скажи, пожалуйста, вот это вот невыносимая жестокость, да, которую себя проявляют российские солдаты в Украине. Вот откуда? Это говорит о том, что у нации вообще в целом, у россиян, да, не у русских только, да, а вообще у россиян, вот какая-то сидит жестокость очень. И есть ли это? Или это просто, как бы сказать, на войне всегда так бывает? Да, на войне очень тяжело остаться человеком, но я бы сказал, что это не показатель, да, какого-то, как бы, национального признака или еще какого-то. Это следствие озлобления и следствие того, что им допускают это. Что если бы, как за мародерство вывели из строя, расстреляли, да, как бы, что, 1000 раз подумали бы, да, прежде чем что-то такое делать. Но так как командиры им разрешают, а это именно разложение армии, разложение общества. Армия – это средство общества, как бы. Соответственно, им это разрешают, и поэтому на войне, война сильных делает сильнее, слабых делает еще слабее. И, соответственно, такая прослойка всегда, как бы, которая проявляет жестокость, проявляет самые свои низменные наклонности, садистские, это проявляется в полном объеме. На любой войне, у любых людей. Но
факт, точнее, единственное, что их может держать, это свое командование, которое, да, будет судить, будет за этим следить, разбираться. А если такого нету, то это приобретает вот именно такие масштабы. А можно я реплику, да, по поводу мародерства? Я вот об этом очень много думала, потому что очень много, значит, свидетельств уже подтвержденных, что военные российские занимаются конкретно мародерством. Но э, вы знаете, уверена в том, что мародерством якуты в Украине не занимаются. Вот я почему-то в этом, я не знаю, почему у меня такая уверенность, но мне кажется, у нас просто мы настолько вот скромные люди, что мы не сможем себе позволить вот такие какие-то страшные вещи. Я не, вот, вот у меня вот лично такое впечатление абсолютно, что и всякие там страшные вещи, как изнасилование там детей, женщин, я просто не могу представить себе, что якут может на такое быть способен. А Вот там, такая кстати, реплика. два якута участвовали в Буче. Это было. Там же нашли информацию по ним, даже есть имена, всю информацию нашли. Это. Мне кажется, все-таки нет, это возможно, потому что вот это как раз исходит из того, что люди, они все одинаковые, по сути. Есть и Да, плохие, и да. хорошие. А вот, кстати, ребята, вот тоже, у меня вот есть одна мысль, и вот вы Не, подожди, согласитесь с а по этим или ним-то, нет? между прочим, не доказано, что это они там занимались массовыми убийствами Но и все равно, изнасилованиями. нет, но все Даже равно есть якуты. свидетельства женщин, которые говорили, изнасилованы, которые говорили, что их насиловали не азиаты, не буряты, не якуты, не там тувинцы, не калмыки, а лица славянской национальности. Они так и говорили. Ни один азиат меня не изнасиловал. Вот так говорят. Поэтому Нет, как бы я Ну, хочу так. мы будем, конечно, надеяться, да, что наших земляков там нету, да, но это война, как бы, да, и она каждому предъявит свой счет. После Чеченской войны тоже же приезжали в Якутию чеченцы, блин, и просто убивали кого-то и уезжали тихо, спокойно. Потому что если человек совершает преступление, особенно такое, как бы, да, то это не прощается, и потом все равно находят и наказывают. Тем более сейчас наш век, когда все на виду, камеры, мобильные телефоны, все как бы этот. И сейчас это все только копится в папочке, в папочке, в папочке. А потом, когда будет уже международный суд и прочее разное, они уже будут выдавать запросы. Человек уже, может, давно уже там приехал с войны, забыл это дело. А раз к нему приедет полиция, скажет, вот ваша папочка, вот ознакомьтесь, как бы пройдемте. И как бы в этом отношении украинцы сейчас работают очень плотно, кропотливо, берутся анализы ДНК, берутся показания, свидетели, собираются все телефоны, что украинские, что у пленных, что у убитых россиян. И это все анализируется, это все создается база, все сличается. И думаю, если там есть земляки, их накажут. Что Это могут получается, что сказать? каждый доброволец, который сейчас едет из Якутии, вообще любой доброволец, да, в том числе и из Якутии, он, получается, военный преступник. Да. Нет, для Украины да, но для России это пока нет, как бы. Но Нет, ну вообще по мировому, по признанному там международному праву, это военные преступники, наемники, да? нет, нет, это не наемники, они все равно как бы входят в состав как бы вооруженных сил на каких-то как бы птичьих правах, но не являются наемниками, они не преступники. Но вот если как только они кого-то там убьют, они становятся преступниками. Потому что, точнее, да, как только они пересекают территорию Украины, они для украинского законодательства становятся преступниками. Ну, вот такой разговор, да. Понятно. Нарушение территориальной целостности Украины. И, в принципе, после войны, если будет достаточно слабое государство в пост России, Украина может затребовать списки добровольцев,
и, соответственно, потом списки на выдачу этих преступников, чтобы у себя их посадить и чтобы они поучаствовали в восстановлении Украины. Мгм. Влад, а как ты видишь Россию через 5 лет? Что там будет? Как это будет выглядеть? Ну, хотелось бы верить, конечно, во все лучшее, но, как говорится, хаос, смерть, разруха. Не хотелось бы в это верить, да, но, как говорится, все идет к этому, все идет к этому. Потому что я тут общался с людьми достаточно авторитетными, и они говорят, что вот Украина победит, это однозначно, да, но после этого то, что будет происходить на территории послевоенной России, будет уже мало кого интересовать. Как бы. Вы там хоть друг друга кушаете, хоть там голодайте, хоть гуманитарная катастрофа, говорит, вы будете за это наказаны. Ну, это сейчас может говориться на эмоциях, да, потом может немножко по-другому, но сам факт того, что при каких-то там, как сказать, расползании страны, при межэтнических конфликтах, международное сообщество на первых порах особо вмешиваться не будет. Когда уже пойдет абсолютный геноцид, когда уже на потоке реки, да, может быть, там Совбез ООН примет решение, миротворцы, но уже половины на какого-то населения не будет. Как бы. А такие конфликты вполне как бы, возможны и обоснованы при ослаблении центральной власти. У меня есть еще одна мысль. Я вот хочу у вас, ребята, узнать, вот как вы согласитесь или нет, или, может быть, дадите свои комментарии, да? Вот я много думаю об этой войне, и вот у меня такое ощущение, что вот это вторжение России в Украину, это даже сколько не война, а вот какая-то катастрофа. Да, катастрофа в смысле, как, например, Чернобыльская. Вот Чернобыль как произошел? Да? Из-за того, что советское руководство было непрофессиональным, абсолютно тупым, некомпетентным, оно все там врало, все скрывало, и в итоге произошло нечто, да, что вот, ну, просто начали, ну, жесть произошла. И вот сейчас вот то же самое, вот, как я понимаю войну, при войне люди, ну, вот народы, да, нации друг друга ненавидят, да, вот, допустим, там сербы ненавидели там тех-то и тех-то, и они, соответственно, воюют, да. В России большинство населения, они вообще не понимают, что происходит, просто там то, что говорит пропаганда, повторяют, но на самом деле никакой ненависти к украинцам у них нету. Да, там, извините меня, там очень много украинцев живет в России. И получается, это как бы даже, вот мне кажется, это не война, это вот именно вот катастрофа на уровне Чернобыльской из-за того, что российская власть, она из-за своей некомпетентности, непрофессионализма, идиотизма, жестокости позволила произойти этому. Сейчас вот украинские военные, они просто вот как бы вот это вот последствия вот этой катастрофы пытаются, как бы сказать, ну, не знаю, нейтрализовать. Вот как вы думаете, согласитесь ли вы с этим, что вот эта война, она, как бы сказать, как бы не война, это что-то другое, или может быть какая-то другой вид войны, который вот немножечко мы еще пока не видели? Ну, сейчас можно население России сравнить с населением Германии 1944 года, 1943 года. Когда уже сплошные ковровые бомбардировки, когда уже затемнение, когда уже все как бы ну, ощущается, что конец какой-то будет, но все верят, что германская нация выстоит, Германия победит 100%. В этом были убеждены 90, наверное, 9% населения Германии, да, что их пропаганда хорошо обрабатывала. И многие, в принципе, ну, против русских тоже немцы ничего против не имели, да, как бы многие, что они прекрасно знали, что вот где-то вдалеке живут народы разные, и каждый ничего против не имел. И тем тяжелее для нас будет
такое отрезвление, как немцы после войны в 45 году поняли, что они нам натворили, когда их проводили экскурсии, когда им начали уже работать такая пропаганда западных стран, победителей, рассказывать им, что они натворили. Да. И я думаю, такая же участь ждет нас. Ведь если бы немецкий народ не поддержал Гитлера, ну не было войны. Если бы российский народ не поддержал бы Путина, этой войны бы не было. Так что ответственность какую-то, ну, коллективную ответственность никто не снимал. Почему и говорю же, что западное общество немножко так, можно сказать, готовится нас наказать всех, что Россия должна быть наказана за то, что допустили до власти Путина, за то, что допустили эту агрессию. Ну, что остается делать, как бы? В любом случае, мы должны пережить эту трансформацию, принять это, что мы агрессоры, что мы виноваты, и только после этого может начаться возрождение нравственное, экономическое. Вот, кстати, да, у меня тоже вот вопрос. Вот смотри, немцы после, значит, поражения, они прошли через массовое покаяние, да? То есть они трансформировались как нация, были фашистами, осознали свою вину и превратились в демократическое общество, притом очень-очень гуманистическое, да? Но при этом нужно же учитывать, что немцы невероятно умны, у них очень высокий интеллект, если посмотреть на их машины, на их технологии, на их вообще на все, как живет Германия, одна из богатейших стран историю. Европы. Да, да, они просто умные, очень умные люди. И теперь посмотрим на наших, значит, Ванек, да, с лаптями, который, ну, извините, москвич, там еле-еле построит, и то он там весь развалится. Вот есть ли возможность у россиян пройти через покаяние? Вот у меня почему-то пессимистические такие мысли, что они не смогут, именно потому что это интеллектуальные способности им это не дадут. То есть они не смогут, потому что просто не настолько умны, чтобы пройти через покаяние, потому что покаяние требует большого интеллекта. Вот как вы думаете? Ну, во-первых, люди везде одинаковые, что если России дать демократию и дать как бы там сколько, 50 лет мира, да, но она могла бы обогнать любую и Германию, и Америку, да, ну вот не везет нам как бы с властями, все-таки наследие Орды тянет нас вниз, и мы свой какой-то путь должны пройти. А насчет покаяния, вот как раз это покаяние, оно и даст этот тот толчок, как бы. Ведь, ну, долгое время, да и до сих пор, как бы, когда немец встречает русского, он, ну, чувствует себя неудобно, как бы. Его дед, как бы, там, прадед, ну, уничтожал их, как бы. И он всегда как бы себя чувствует не в своей тарелке, когда любой россиянин начинает ему предъявлять за Вторую мировую войну, что вот вы на нас напали, да. И я так думаю, что потом каждый россиянин будет, да, испытывать неудобство перед любым украинцем, где бы ни встретил любой точки мира, когда украинец будет ему предъявлять за это вторжение, скажем так, что скажет, вот у меня там брат погиб, там дед погиб на этой войне, как бы, а ты вот тут сидишь. В Карловых Варах. Да, но во-первых, Россия-то распадется, и каждая страна пойдет своим путем. И нет такого, что вот нет плохих или хороших народов. Есть плохие правители, которых мы выбираем, которые
нас ведут куда-то. Смотри, я сразу пойду в противостояние с тобой. Смотри, ты говоришь, нет, ну, хороших, ну, можно сказать, нет, допустим, умных и глупых народов, да? Но как объяснить то, что в России на протяжении всей ее истории происходят страшные вещи? Вначале там крепостничество, имперская Россия, потом революция, потом Советский Союз, потом путинизм. Везде массово людей пытают, мучают, они живут в униженном состоянии, там массовые убийства происходят, какие-то там концлагеря, лагеря. Вот всегда российская история, она была кровавая. И возьмем там историю Швейцарии, которая всегда прекрасно жила и всегда Да, относилась к человеку уважительно. нет, нет, нет. Это вы как бы просто они раньше начали. Мы вот как бы, так как мы живем в Евразии, да, у нас как бы этот путь немножко с запозданием идет на 100 лет, на 50 лет, я не знаю, да, как бы мы можем это, может, быстрее пройти, может, медленнее еще, но все страны прошли этот путь, блин, как бы. Та же Англия, которая сейчас считается образцом демократии, там у них же, как это, за бродяжство вешали, блин. У них еще в 18 веке дети в вагонетках уголь таскали в копьях. В Германии там право первой ночи. Ну, такие страшные вещи, которые, в принципе, может, даже в России и не снились. Когда война этих, ну, церковные войны, когда за ночь вырезались по 50 тысяч человек, как бы, эти крестовые походы, когда творились, ну, просто ужасные вещи. А не говоря уже о обычных крестовых, еще же были детские крестовые походы. Вы представляете, когда там 50 тысяч детей идут на Палестину, из них доходит, может, 10-я часть, остальные все гибнут, а еще, ну, гибнут от рабства или еще что-то. Ну Да, и... Влад, смотри, ты, получается, сторонник прогрессивного развития. То есть, что это имеется в виду? Имеется в виду, что каждая страна проходит свой путь и в итоге заканчивает так или иначе хорошо, да, ну, допустим, в виде процветающей демократии. Но я никогда не поверю, что, допустим, Афганистан или Иран вообще когда-нибудь закончат процветающей демократией. Мне кажется, у них как и было плохо все время, всю свою жизнь, особенно в Афганистане, так и будет. И вот я верю, что действительно есть менталитет, есть историческая обреченность, есть какое-то родовое проклятие. Я верю в эти вещи. И я почему-то не верю, что Россия закончит процветающей демократией. Вот скажи мне, пожалуйста, вот на примере, допустим, Афганистана и Ирана, разве это возможно, что они когда-нибудь закончат хорошо? Конечно, ну, все развивается. Каким-то странам надо 200 лет, каким-то 1000 лет, как бы, чтобы развиться. Ведь, как были страны и в Европе, которые, ну, считали, что, ну, очень дикие, очень та же, ну, та же Испания, как бы, да, те же были под арабами, были, как бы, ну, завоевания настолько страшные, да, ну, сейчас это достаточно, взять тоже Марокко, это была, как бы, ну, резали постоянно друг друга со страшной силой. Сейчас это достаточно цивилизованная, как бы, хотя и монархия, да, но достаточно много свобод, цивилизованная страна. И Афганистан, я также считаю, что при определенных условиях, ну, станет цивилизованным. Ведь буквально Афганистан в 50-е годы, там девушки ходили без чалмы, в Кабуле работали университеты, ходили автобусы. Это была очень цивилизованная, цивилизованная страна. Вот, смотри, вот как раз я хотел это и ввести в контраргумент. То есть, смотри, не только в Афганистане, но и в Иране и в Ираке там были моменты, когда вот эта демократия, она попыталась установиться, и действительно люди там ходили без вот этой чалмы, там, и там было прогрессивно довольно даже. И в итоге все равно их откинуло назад. И они все равно вернулись к своим диким законам. Ну вот я вот про это и говорю, что вот если, у них же был шанс, и они этот шанс, значит,
Упустили. Хорошего слова не подберу, но вы поняли. Упустили, да, и получается, что не будет ли это постоянно происходить, что, ну, как сказать, ну, вот то же самое сейчас происходит с Россией. России был дан шанс, ей была дана вот эта демократия, и она этот шанс просто-напросто спустила в унитаз. Она вернулась к тому же авторитаризму, что и был в Советском Союзе. То есть такое ощущение, что вот народ из-за своего менталитета, из-за своей предрешенности тянется к каким-то лекалам, да, вот каким-то парадигмам, которые вот ему просто нужны, и он без них не может. Вот получается, ну ты говоришь, нужно, хорошо, там 200 лет, нужно 1000 лет. А, извините, через 1000 лет мы вообще не знаем, там Земля будет жить, не будет жить, да, глобальное потепление, там метеорит упадет. Получается, ну, ждать-то долго придется, что ли? Или как? Нет, э, вот Россия такая большая, агрессивная, недемократическая, она никому не интересна, да. И вот либо она должна быть большой демократической, либо маленькими, но авторитарными, пускай, пожалуйста, вот, да, Туркменистан, там, авторитарная, она никому не угрожает, она всех устраивает, оттуда как бы корпорации недра выкачивают, и всех все устраивает. И поэтому, я думаю, будет, что приведут к распаду России на такие удобные кусочки, а дальше уже решайте сами. Хотите быть демократией, будьте демократией. Хотите жить при диктатуре, живите при диктатуре. И такие вот западные части России, скорее всего, станут демократическими, каким-то буфером, а такая, более глухая часть и богатая на ресурсы станут такими махровыми диктатурами. Вполне не исключаю, что Якутия тоже станет такой супер тоталитарной страной, если в случае отделения. Потому что, ну, ресурсное проклятие никто не отменял. Если бы у нас не было ресурсов, да, мы могли бы пойти по пути развития. А если у нас есть ресурсы, Ты имеешь в виду, что руководитель захочет. когда много ресурсов, то верхушка, она получает неограниченный объем денег и власти, и из-за этого сходит с ума, да, и становится тоталитаризмом. Да, но она не заинтересована в развитии науки, у гражданского общества, потому что любое производство хорошо идет, когда люди свободны. А когда денег хватает, ресурсов много, зачем им они хотят сидеть вечно, они хотят хорошо жить, только они и свой круг. Поэтому... Можно я расскажу? Я предлагаю вообще таких страшных сценариев нет. Я, конечно, думаю о хорошем, готовься к худшему. Я, конечно, понимаю, да, что вот есть такое общеизвестное, да, выражение. Но, тем не менее, давайте не будем рисовать таких плохих сценариев. Есть все-таки хорошие примеры богатых и таких более-менее, да, цивилизованных стран. Те же самые арабские миры. Я, конечно, не скажу, что там демократия, да. Вообще, на самом деле, не каждой стране нужна демократия. Вот я почему-то думаю об этом. Конечно, не диктатура, да, но вот какой-то вот может быть такой совмещенный какой-то вот может быть режим. Я так мечтаю об этом, да. Ладно. А можно я вот скажу, это такое отступление было мое. Можно я скажу вот по поводу войны? Вот ты говорил, спрашивал же, Юра, да, война или катастрофа, непонятно. Я вообще думаю, что на самом деле это война, которая является вообще самой большой катастрофой для Украины и для России, и для России. И когда кто-то вот, или ты, Юра, или ты, Влад, кто-то сказал из вас, что когда через много лет украинец будет встречать русского, или русский будет встречать украинца где-нибудь, да, им будет что, украинцу будет что предъявить россиянину. Но я так думаю, да, что когда якут будет встречать через много лет там россиянин русского, ему тоже будет что предъявить, да. В принципе, на наших национальных республиках, на тех, которые вынужденно принимают участие вот в этой бойне, да, вины большой нет, да. Мы им будем тоже предъявлять претензии.
они нас значит, мы являлись много лет, несколько веков их колонии, значит, из нас выкачивали, делали из нас баранов, значит, и выкачивали наши ресурсы, да, и держали нас в скотском положении. Мы тоже будем им предъявлять претензии. Так что Россия свое, конечно, как правильно сказал Влад, значит, война каждому предъявит свой счет. Но и в особенности русские, да, и мы будем им предъявлять тоже свои счета. Я вообще где-то писала, я предлагала, давайте вообще посчитаем, сколько ресурсов они у нас выкачали, да, сколько у нас было украдено, да, и все это вот до каждой копейки предъявим им это счет. Такие репарации Я пусть абсолютно, выплачивают нам. абсолютно соглашусь. И даже тот факт, что вот правильно, Рая, абсолютно говоришь по поводу того, что мы невольно участвуем в этой войне. Дело в том, что у нас история-то небольшая, но в принципе не кровожадная, да, то есть мы нигде так не вели себя зверски и тому подобное. А сейчас из-за того, что мы находимся в парадигме русского мира, и этот русский мир нас буквально вот плеткой повел на эту войну, у нас уже есть информация, что там 2 якута участвовали в зверствах в Буче. Это что такое вообще? Это, ну, просто у меня слов нету. Это, ну, если бы мы не были бы в русском мире, то под Россией, под Кремлем никогда бы такого не произошло. И мне уже невероятно стыдно, мне уже невероятно плохо от того, что люди моей нации, они там каким-то образом были замешаны в этой Буче. Буча у меня вызвала такой шок, у меня волосы стояли целую неделю на голове, и оказалось, что там и были якуты еще. Это, ну, просто. И я лично, да, предъявляю претензию именно к России, именно вот к Кремлю, именно вот к путинской России, и уверен, что и в будущем мы должны будем предъявлять претензии и там все запрашивать, все, что можно, потому что в будущем действительно уже на силе, на насилии ничего строиться не будет, там все будет строиться на демократии, и, соответственно, вот нам нужно уже об этом думать сейчас. Может быть, может быть. Но это будет возможно только при отделении республики от России. Якутия, если станет независимой. Но тогда уже будет не до таких мелких исков, да, припомнят все. Вот ведь как только прибалтийские страны отделились, Польша отделилась сразу, все стали оккупантами, сразу все стали врагами, колонизаторами. И так же, как Россия отделилась от Орды, тут же стала 300-летним игом, хотя были одним государством, Москва была всего лишь одним улусом, которые дали им государственность, налоговую систему, перепись. Можно сказать, Орда объединила Русь, да? Но прошло время, они стали этой Ордой, которая их угнетала. И так же, как только Россия уходит из Якутии, тут же вспоминаются все грехи, которые накопили за все это время, все обидки. Это будет, Вспомним все, вспомним все. Да, вот, Влад, смотри. Ага. Вот я недавно читал новость, то, что там в Польше опять вспомнили про фашизм Германии, и они запросили еще репарации, хотя они уже их получали, там еще огромные деньги, да. И вот ты начинаешь осознавать, что насколько долго это все может продолжаться, да, вот эти репарации, вот эта обида, вот эта память. И получается же, что вот все, что сейчас натворила Россия в течение вот этих полугода, а это даже не 5 лет, да, за полгода они столько всего натворили, это же будет очень долго все вспоминаться, и эти репарации, они будут бесконечные. И просто вот у вас нет такого ощущения, ребята, что вот россияне, они сейчас вообще не понимают, в какую историю вляпались. Они не понимают размер вообще катастрофы, которая сейчас происходит. Ну, как говорится, война предъявит счет. Они все равно рано или поздно это закончится, и рано или поздно к ним придут и к ним предъявят. Ну, не к ним, а ко всем нам, скажем так, да, что мы все будем платить за эту войну, за все, да.
Те, Потому кто что так или понимает, иначе, какая-то... Да. это будет, как бы, я думаю, долгая и тяжелая история на долгие годы. Ну, Если мы я тебе... останемся, если мы останемся в составе России, то моста мы еще долго не увидим. Все будет уходить на репарации. Так что так. Я вот хочу сказать по поводу Польши, да, почему разговариваю тоже с поляками по поводу того, что вот вдруг наша правящая партия «Право и справедливость» во главе с Качинским стали просить, значит, требовать у немцев репараций. И многие поляки здесь, конечно, крутят пальцем у виска, говорят, ну что это вообще, ну что это за смех, на весь мир, говорит, делает из нас, говорит, позорище. Все бумаги были подписаны, значит, более 50 лет назад, говорит, и тут вдруг пришел, значит, какой-то, значит, непонятный Качинский и просит у немцев, значит, возвращается к этой теме, к старой уже, да, быльем все поросло. Но и все приходят к тому мнению, что это на самом деле какая-то вот предвыборная такая вот Да, это штука. политика. Да, Это политика. Это политическая, никакого как То бы... есть это никуда в серьезное русло это не выльется, да? Нет, скорее всего, конечно, нет, нет. конечно, да. Никто Это им не даст. сплошная политика. Вот. Так же, как при любом обострении ситуации, даже если независимая Якутия будет вспоминать все грехи как бы России, да, если какие-то будут непонятки как бы. Это из той же серии. Понятно. Ладно, ребята, мне нужно идти. Да, Так, нам тоже всем нужно идти. Рад был, да, рад был я пообщаться. очень-очень, мне было безумно интересно с вами разговаривать. И, Влад, я думаю, что у нас уже как бы передача образовалась, да, мы как-то ее, видимо, Да. назовем, да, Рая. Да, И да. Влад, видимо, у нас будет теперь постоянным гостем, мы будем приглашать и просить такой вот очень хороший комментарий, потому что Влад невероятно умный, интересный человек, и мы будем теперь всегда рады тебя видеть. Ну, Да. спасибо за комплимент. Буду, как говорится, рад помочь, чем могу. Все, что могу, по крайней мере. Тем у нас Это для на данный разговоров момент все, еще что очень я много. могу. Да. Да, тем у нас, да, много, тем более ты бывший военный, и, в принципе, было бы тоже неплохо услышать там аналитику по каким-то там, не знаю, действиям, потому что там происходит, да, то есть, в принципе, работы много, да, то есть смотрим бодро в будущее, мне кажется, будет очень интересно, как и нам, так и слушателям. Да, и вот я совершенно, кстати, забыла, я все время думала об этом, что нужно сказать. Всем тем, кто нас смотрит, огромное вам спасибо, что вы нас смотрите. Пожалуйста, подписывайтесь на нас, ставьте лайки и распространяйте максимально это видео, чтобы все россияне, русскоговорящие люди смогли его посмотреть. Нам будет очень это полезно. Все, Спасибо. До все, свидания. все, пока. Пока. Спасибо, Влад.